Уважаемые коллеги, начинаем работу нашей секции. Я представлюсь, меня зовут Нина Николаевна Носарева, я заведующая отделом современной истории. В связи с отсутствием директора мне выпала такая честь быть модератором данной секции. Я хочу предупредить всех выступающих о регламенте. 10, максимум 15 минут. По возможности. Извините, каждый 15, когда у нас 7 докладов на 1 час, а мы уже 10 минут потеряли. У нас остается 50 минут. То есть до часу. Или 2 часа? 2 часа. Елена Николаевна Мокшина, доктор исторических наук, профессор. Тема выступления Паллас и Лепехин, исследователь этнографии Мордвы к 250-летию физических экспедиций Академии наук. В 2018 году исполнилось, вообще вот в этом году исполнилось 250 лет с начала работы одной из крупнейших экспедиций, организованных в XVIII веке Российской Академией наук. Названа это была экспедиция физическая или академическая. Работала экспедиция в течение 6 лет с 1768 по 1774 год. Ее начальником решением Академии наук назначили Палласа, в то время еще молодого человека, известного ученого, немца. Экспедиция состояла из нескольких отрядов, которыми руководили крупные российские ученые того времени: Паллас, Лепехин, Рычков, Фальк, Георгий и некоторые другие. Вклад этой экспедиции в изучение России был поистине огромен. Она сохранила для нас уникальные сведения по археологии, этнографии, истории, географии, ботанике, зоологии и другим областям знаний. Участники академической экспедиции являлись разносторонними учеными, настоящими, в общем-то, в то время многие ученые были специалисты во многих отраслях знаний, энциклопедисты, такие как Ломоносов. Так, к примеру, Паллас совмещал в себе зоолога и ботаника, геолога и географа, этнографа, музееведа, медика, в общем-то, лингвиста. Прекрасное образование было и у Лепехина, получившего степень доктора медицины в Страсбургском университете. То же самое можно сказать и о других руководителях и участниках экспедиции. Маршруты отрядов экспедиции были обширными. Они охватывали Поволжье, Кавказ, Урал, Сибирь. Большое внимание все участники академической экспедиции уделяли изучению природных условий, хозяйства, культуры, быта, этнического состава, истории народов Среднего Поволжья и в том числе Мордвы. Если в работах прежних, как отечественных, так и зарубежных авторов, материалы о Мордве были фрагментарные, то в сочинениях участников академической экспедиции мы находим весьма точные и подробные наблюдения по многим сторонам материальной и духовной культуры, общественной и семейной жизни, этногенеза, этнической истории, языка, верований, этнокультурных связей с другими народами. Особенно большое значение в этом отношении имеют труды Палласа и Лепехина, которые я и хочу в некоторой степени проанализировать. Петр Симон Паллас, годы его жизни 1741-1811, немец, зоолог по образованию, прожил он всего 70 лет, по тем временам это довольно много. Прибыл в Россию в 1767 году в возрасте 26 лет по приглашению, так сказать, Российской Академии наук. Он очень быстро становится профессором в Петербурге, хотя надо сказать, что Паллас и до приезда в Россию, хотя был совсем еще молодым, но был уже довольно известным ученым, в основном в области ботаники и зоологии. Но в ученого мирового уровня он сформировался именно в России, который он прослужил фактически 42 года, посвятил всю свою жизнь, отдал здесь все свое здоровье, в общем, на поприще российской науки, что дает основание считать его и русским ученым. Во время своего путешествия по Среднему Поволжью Паллас посетил ряд мордовских, как макшанских, так и рязанских сел.
Пилокшева, Черкуш, Пермеева, Ичалки, Шадин и многие-многие другие, все перечислять не буду. Паллас одним из первых исследователей обратил внимание на бинарность мордвы, описав как сходство, так и различия между мордвой Мокши и мордвой Эрзи. Он впервые ввел в научный оборот сведения об антропологических признаках Мокши и Эрзи. Вот цитирую из его работы. Светлорусых и рыжеволосых у них, Мокши, меньше, нежели у эрзианцев, однако и сии по большей части имеют темно-русые волосы. Характеризуя хозяйственные занятия мордовских крестьян, он отмечает приверженность их к земледелию, указывает и на некоторые другие отрасли хозяйства, пчеловодство, охоту. В сочинении Палласа содержится ряд уникальных зарисовок относительно общественных и семейных обычаев мордовского народа. Свадьбы, наречение невесты новым домашним именем, обычаи наречения именем вообще. При этом он не просто описывает эти обычаи, но и старается объяснить их, докопаться до корней. Так, например, говоря о бытовавшем прошлом у мордвы обычае женитьбы малолетних мальчиков на взрослых девицах, ученый связывает его со стремлением получить больше работниц. Представляет интерес заметки Палласа о близости хозяйственных занятий, материальной и духовной культуры мордвы с русскими, что особенно проявляется в смешанных мордовско-русских поселениях. Впервые в науке ученый подробно описал одеяния мордовских жен как в будни, так и в праздники, народные украшения, способы изготовления красителей, отмечает специфические черты в одежде мокшанок и эрзянок, приводит мордовскую терминологию ряда элементов одежды и украшений, сравнивает одежду мордвы с костюмом соседних народов, например, чуваши. Весьма ценно указание Палласа на отсутствие идолов у мордвы, опровергающее утверждение ряда авторов о мордве как народе идолопоклонническом. Они единогласно уверяли, что у них не было никаких идолов, писал Паллас. Как естествоиспытатель, Паллас уделял большое внимание описанию растительного и животного мира, почв, полезных ископаемых Мордовского края, домашних животных и способов ухода за ними, лекарственных растений, приводя их русские, мордовские и латинские названия, народных приемах изготовления лекарств и их использования при лечении от тех или иных болезней. Таким образом, Паллас сумел собрать ценные экспедиционные материалы по самым разным сторонам быта, культуры мордовского народа, научное значение которых со временем не только не убывает, а возрастает. Кроме того, Палласом была собрана богатейшая коллекция мордовской одежды и украшений, ставшая уникальной. Она была представлена им в Кунсткамеру, и это самая ранняя коллекция мордовской одежды, сохранившаяся до наших дней. Кстати говоря, я сотрудничаю с некоторыми учеными из Кунсткамеры, и в этом году, в 2018 году, они проводили очень большую международную конференцию, посвященную вот этим экспедициям. То есть я это выступление тоже готовила к этой конференции, которая проводилась в Санкт-Петербурге, в Кунсткамере. Туда я посылала вот эти материалы. И, в общем-то, я там сотрудничаю, у меня есть очень хороший коллега и друг мой, крупный чувашский исследователь, который сейчас работает в Кунсткамере, в музее, да? И он, Антон Кириллович Салмин, я вам иногда, потому что мы с ним сотрудничаем, и он иногда присылает мне материалы, некоторые, в общем, которые он написал, связанные особенно с мордвой, для журналов мордовских, ваковских, для института. И я часть вам присылаю специально, сопровождать всегда, уникальными фотографиями, потому что он, как сотрудник этого музея Кунсткамеры, он непосредственно работает с этими, коллекциями. В частности, тогда я присылала краеведческие записки, материал про мордовскую кичку, потом он еще мне прислал, я тоже вам переслала ее, очень интересные материалы такого музееведческого профиля. И, до сих пор коллекция одежды, которая была в Кунсткамеру Палласом, она сохранилась. Она является самой древней одеждой, в общем, которая есть вообще в Кунсткамере, да? Ее они очень бережно хранят.
Вот, там очень много рисунков, и в том числе, конечно, это по Мордве, потому что, как известно, в Кускамере там был пожар, и там очень много сгорело экспонатов. Ну вот эти экспонаты каким-то образом они сохранились, уцелели. Вот. Ну, если уже завершать, так сказать, вот экскурс по Паласу, то я хочу сказать, отметить, что значит, Палас, вот эта экспедиция была не единственной в деятельности Паласа. Он, в общем, проехал большую часть страны. Вот. Даже вот в рамках вот этой экспедиции, значит, им было совершено путешествие на 30 тысяч километров. Он проехал в течение 6 лет 30 тысяч километров по тем временам, да, 18 век. Соответственно, они ехали на разном виде транспорта, в основном лошадях. Здоровье его было подорвано. В общем-то, он приехал, еле-еле добрался уже до Санкт-Петербурга в возрасте 33 лет. Когда он вернулся назад, он уже был наполовину седой. Вот, как бы вот его биографы пишут. Потом он долгое время, конечно, работал в Санкт-Петербурге. Вот, потом он ездил еще во многие экспедиции. Ну, как бы уже по Мордве, так вот он уже не занимался. Вот, потом он занимался и лингвистикой и так далее. Значит, в Крым совершил одно из первых путешествий. Вот, и в конце жизни, значит, его, он открыл очень много видов, значит, новых видных животных, там очень много растений, животных описал и так далее, много было рисунков. Значит, но потом художник, который рисовал, да, он уехал в Германию и там пропал, потерялись рисунки Палласа, значит, сделанные Палласом. Паллас не мог завершить свою книгу всей своей жизни, и он попросил, чтобы его отправили, в общем, дали возможность поехать в Берлин, вот, чтобы найти свои рисунки. Значит, там, ну, кстати, там он и умер, вот, пока он там разыскивал, готовил к изданию книгу, и он похоронен в Берлине, не в России. Вот. Значит, маршрут второй Оренбургской экспедиции под руководством Лепехина, значит, проходил через Муром, Арзамас, бассейны рек Пьяна и Сура, Алатов, Черемшан, Саратов, Царицын. Изучение Мордвы членами экспедициями проводилось в деревнях Андосово, Юморга, Кармала, Караульная гора, Сиделкино и некоторые другие. Иван Иванович Лепехин, годы его жизни 1740-1802, был выходцем из худородных низов, сын солдата, дослужившегося до младшего офицера лейб-гвардии Преображенского полка. Он получил хорошее образование, учился в академической гимназии, затем в академическом университете Петербургской академии наук, ученик профессора знаменитого, значит, исследователя Камчатки, первооткрыватель фактически, в общем-то, вот, этнографии Камчатки Крашенинникова. В 1762 году он был направлен в Страсбургский университет, где изучал медицину. Окончил он университет в 1767 году со степенью доктора медицины. Вернувшись в Петербург, был определен адъюнктом и секретарем Академии наук, а с 1771 года стал академиком по естественным наукам. Участвовал он, как и Паллас, во многих научных экспедициях, обследовавших разные регионы России с естествоведческой и этнографической точек зрения. Лепехин был незаурядным исследователем, у которого точность и добросовестность наблюдений сочеталась с практическим умом и стремлением дать деловой совет, помочь своими знаниями тем, кто в них нуждался. Он не противопоставлял себя простому народу, поэтому со многими информаторами у исследователя сложились весьма доверительные отношения. Лепехин обратил внимание на двуединый состав мордовского народа, написав, что Мордва разделяется собственно на два колена, из которых первое называется Макшанским, а другое Эрзианским. Он впервые упоминает об особом роде Мордвы, которых каратаями называют, и которых только 3 деревни в Казанском уезде находятся. Это деревни Мордовский Каратай, Заовражный Каратай и Шершала, находящиеся существующие поныне в Камско-Устинском районе Республики Татарстан. По итогам экспедиции Лепехин написал 2 очерка о жителях Причеремшани и о Мордве, чувашах и татарах, в которых немало рассказывал о Мордве,
напечатанных в первом томе его основного труда «Дневных записок». Ученый констатировал большое сходство многих элементов хозяйства, культуры, быта народов Среднего Поволжья как между собой, так и русскими. Он прослеживает его в типах поселений, в общественном управлении, деревнями, земледелиями, пищей, одеждой. Лепехин называет полевые и огородные культуры, выращиваемые поволжскими народами, в том числе мордвой, описывает способы удобрения полей, уборки урожая, обработки и хранения, характеризует иные сельскохозяйственные занятия – животноводство, пчеловодство, рыболовство, домашнее ремесло. При этом ученый старается не повторять наблюдения других исследователей, а стремится собрать новые, ранее неизвестные материалы. Немалый интерес представляет сообщение Лепехина о существовании умершей Иерзии до христианизации эндогамии. Разность двух мордовских поколений видна из того, что до крещения их не дозволялось Макшанам брать эрзянок, а эрзянок Макшанов, но всяк довольствовался своей породой. Вот из его дневных записок цитирую. Много внимания уделил Лепехин религиозным верованиям и обрядам поволжских народов, в том числе мордвы. Чуваша и мордва, констатировал он, хотя просвещены святым крещением, однако между ими попадаются семьи, которые живут по старой вере, и редкую можно найти деревню, при которой не были видны остатки прежнего их богомолия. Он описывает некоторые традиционные дохристианские мордовские моления, приводит даже несколько молитвенных текстов, записанных им по-мордовски, отмечает возникновение в связи с христианизацией смешанных форм верований, дохристианско-христианских, характеризует родильные, погребальные, поминальные обряды, сватовство, женитьбу. Путешественник сообщает о былом существовании у мордвы обычаев многоженства и ливерата. Важно отметить, что вдумчивые наблюдения Лепехина над жизнью народа постоянно сопровождались практическими советами о способах ее улучшения. Путешественник повсюду видел нужду, гнет, отсталость, невежество. Трудности народной жизни глубоко трогали его, ранили его. Поэтому он делился своими соображениями по поводу улучшения быта народа. Он доказывал целесообразность расширения землепользования путем осушения болот вместо вырубки лесов под новые пашни. Советовал повышать урожай внесением доступных минеральных удобрений, извести, мергеля. Писал о вреде мочки пеньки в озерах, от чего гибнет рыба. О желательности замены бурлацкой тяги барок на Волге конной, о напрасном предубеждении крестьян против строительства каменных домов вместо деревянных и многое-многое другое. Все. Я не знаю, я регламент вложу, сняла Вопросы, пожалуйста. я сокращала. Спасибо большое. Олег Иванович Марисов, доктор исторических наук, профессор кафедры экономической истории и информационных технологий. Уроженец Мордовского края в Симбирском ополчении 1812 года. Спасибо большое. В первую очередь, конечно, хотел поздравить всех нас со столетием замечательного нашего музея. То, что в течение 100 лет делает музей по сохранению, изучению и популяризации историко-культурного наследия, это, конечно, огромное дело. В судьбе моей тоже музей оказал существенную роль. В 1975 году я ученик первого класса 20-й школы. Меня отец идет впервые в музей, и это Краеведческий музей. И настолько, то есть я понимаю сейчас, что это, наверное, был первый шаг в моей будущей профессии. Прошло 43 года, я бы хотел подарить вам книгу, которая вышла в этом году. Она называется «Достопримечательности Отяжской земли». Она написана в традициях Ивана Дмитриевича Воронина. Это природные, исторические и культурные достопримечательности. Важно отметить то, что значительная часть достопримечательностей Отяжского района, Отяжской земли хранится здесь, в музее. Спасибо. Что касается непосредственно своего выступления, хотелось бы отметить, что этот доклад и эта тема – это часть большого проекта, который поддержан благотворительным фондом социального развития Отяжского района. Он называется «Защитники Отяжской земли». Это проект, который предусматривает изучение всех воинов, участвующих в течение 400 лет. И это часть, результат этого проекта. Можно следующий слайд. Безусловно, что Отечественная война важную роль играет в истории российского государства
важно здесь изучение губернских ополчений с точки зрения участия всех сословий в этой войне, и важно подойти не с точки зрения, опять же, общих каких-то известных фактов, а с точки зрения антропологического подхода, военной антропологии. То есть важно было найти, кто участвовал в этой войне, их, может быть, портрет определенный, эти события. Следующий слайд. Безусловно, что этой теме посвящено много. К столетию Отечественного 12-го года, начиная с Апухтина, была издана работа «Сибирское дворянское ополчение» 12-14 годов. Этой теме посвящена диссертация Ивана Семеновича Максимова. Этой теме посвящена диссертация Иванова Михаила Юрьевича, именно Сибирскому ополчению. Но в своем докладе я бы хотел остановиться именно на тех участниках, которые урождены и которые участвовали в ополчении с территории современного Октябрьского района, а это около порядка 70 населенных пунктов, помещих, можно следующий слайд, помещих в них это 25. Именно из помещих сел были ополченцы, начиная с июля 2012 года, по постановлению губернского дворянства начинается формироваться ополчение сибирское. Сначала было решено по 3 человека, потом по 4 человека со 100 ливийских душ. И формирование началось непосредственно в сентябре, а в середине октября было призвано уже более 8 тысяч человек, из которых формировался один конный полк, 3 пеших, и потом резервный дополнительный в октябре 2012 года. Всего в Сибирской губернии в первое ополчение вошло более 13 тысяч. Можно следующий слайд. Более 13 тысяч человек, ополченцев, это все известные факты, которые, то есть, как бы, здесь ничего нового. В основном, как и все ополчения, они участвовали в заграничном походе, и, наверное, это такой первый массовый выезд за границу наших земляков. И начинается в мае 2013 года в Ковно ополченцы получили сибирские более 15 тысяч трофейных французских ружей, и вот с этого времени начинается их боевая операция. Они участвовали в осаде Замойска, Глогов, это все Польша, конный полк в Дрездене, то есть практически до весны 2014 года они находились, ополченцы, в боевых операциях. Следующий шаг. И важно, конечно, было найти этих людей, кто это люди, откуда они. И вот так получилось, такой, конечно, для меня это был большая сенсация в военно-историческом архиве в фонде инспекторского департамента в 2 делах. В списке алфавитных воинов сибирского ополчения и в именных списках учиненных в уездных городах сибирского ополчения воинов были обнаружены именные списки. Эти дела около 2000 листов. То есть их просмотр, выборка, конечно, был делом непростым, но это было интересно. И следующий слайд. По этим данным была создана база данных по ополчению. Всего, как оказалось, то есть изначально как бы, в работах обычно указывается, что там первый полк формировался в Алатыре, и туда уроженцы Алатырского и Ордатского уезда, Октябрьский район как раз входил в Алатырский и Ордатовский. Оказалось не так. Оказалось, что большая часть уроженцев вот этих населенных пунктов во 2-м полку, пешим, большая часть в 1-м полку, ну и некоторые, небольшая, но все-таки есть даже в конном полку из крестьян. И это совершенно разные люди, и при этом возраст должен быть до 35 лет, как и у рекрутов, ну вот, если видно, то там есть возраст и 55 лет. И в этих данных даже отмечен такой биометрический паспорт: рост, цвет волос, цвет глаз, цвет бороды. То есть можно, да, посмотреть, каков их физические кондиции определенные. Вот Николай Федорович ушел здесь, и фамилии, да, тоже есть, и много фамилий, которые и сейчас распространены в Октябрьском районе. Ну, если я не буду их все перечислять, это действительно есть. Конечно, здесь есть и патронимические фамилии, но все-таки. Вот каков такой определенный предварительный итог? Здесь получилось около 415 ополченцев из 25 населенных пунктов. При этом есть список убитых, около 13 человек. Вот следующий слайд. Нет, находя в госпиталях на лечение, но это список на октябрь 2014 года на лечение. Их 20 человек,
13 убитых, 2 искалечены, получается 450 человек из 25 помещичьих селений, это примерно в среднем от 15 до 30 человек с каждого населенного пункта. Это уже определенный масштаб, достаточно большое количество. В целом нужно отметить, еще подчеркиваю, что более 13 тысяч всех ополченцев, в том числе там, из Саратовской губернии немножко было ополченцев. Следующий можно слайд. Вот. Это, опять же, список убитых только на сентябрь 2014 года. Как вы видите, в основном это операции, то есть, ну, или погибли, или умерли весной 2014 года, когда проходили последние операции по Глобу в Дрездене. Но на этом работа была не завершена. Следующий слайд. Было интересно посмотреть, потому что это только помещичьи села. И туда, конечно, помещики могли отправить в ополчение не только добровольцев, а те, кем они были недовольны. И так тоже было, иногда там с физическими недостатками, с небольшим ростом, и иногда там совершенно. Кроме этого, это, так как это в основном удельные села мордовские, это, конечно, участие рекрутов. Вот была создана база данных по рекрутам, по 7-й ревизии. Выборка. Здесь выборка по 2011-2013 году, конечно, ректоры участвовали более раннего призыва, но получилось это порядка 640 рекрутов, то есть всего более 1000 человек, участников персонально, участникам с указанием фамилий и имен. Вот здесь, кстати, в мордовских селах в основном патримонические фамилии, в отличие от русских сел. И это получается, то есть уже масштабные достаточно такие процессы, где действительно война 12 года, она пробудила такие общности национальной жизни, участие всех сословий. Следующий можно слайд. Конечно, были интересны не только портреты крестьян, но и портреты дворян, участников ополчения. Первый такой портрет, об этом уже было известно, как бы его фамилия была известна Крыжных давно, но тот Александр Егорович Крыжин, он был как раз участником первого полка, воевал, начиная с унтер-офицера до прапорщика. Если вот посмотреть, это из формулярного списка данных, то есть это вот из личного дела его, то есть начиная от российских границ до Глобова, опять же, Замости, и все боевые операции прошел, не был ранен и не имеет наград. Ну, вот такой, то есть вот, как бы средний, может быть, портрет. Зато его брат, следующий слайд, это, по сути, герой Отечественной войны 12 года, Петр Егорович Крыжин. Если первый был владельцем села Алашеевка, вообще нужно отметить, что Алашевы и Крыжины были поверстаны в селе Алашеве землями во второй половине 17 века, с этого времени. Рейтер был Алашеев, Крыжины служили достаточно долгую службу. Вот, это вообще удивительный человек. Он начиная от Полска, там это егерский вообще полк, это снайперы. То есть это такой спецназ, можно сказать. Он 5 раз, вот там полужирным выделен, 5 раз ранен. И головой, и саблей голову ему прорубили, и в правый бок, и в правую ногу, и потом в левую ногу. И потом еще, когда Париж овладевал, то есть он еще шею и в правое плечо на вылет. В 15 году он пишет прошение императору о том, что в отставку и об назначении пенсии. Он был практически инвалидом. После этого он поселился в своем селении, и во второй половине 19 века около села Тетюши был хутор Крыжиных, который, наверное, как раз и Петр Егорович Крыжин вот, и основал. Его имя было занесено на барельефе храма Христа Спасителя в Москве. Следующий слайд. Таких, конечно, у нас героев достаточно много. Это Пашков Александр Васильевич. Он не жил, это только его, конечно, имение здесь. Он генерал-майор 24 года, участник Бородино, Святой Анны награжден. Но важно отметить то, что его вклад, вот следующий слайд, это одна из самых старых церквей на территории Октябрьского района. Ее начинал Черков строить, а достраивал именно Пашков на его деньги. И именно после Отечественной войны 12 года. Колокольня, там пределы.
эта фотография 1975 года, сейчас она еще в более худшем состоянии, сейчас пытаются ее немножко законсервировать, хотя бы там чуть реставрационные работы начать. Следующий слайд. Еще портрет, это Дров Дмитрий Николаевич, он родился в селе Покровское, это современный Октябрьский район, в конном полку, служил в Бородино, отличился, Святой Анны 4 степени награжден, генерал-майор, похоронен в Ницце. Следующий слайд. Важно отметить, что он 300 тысяч рублей завещал на постройку школы в селе Покровское. Это здание этой школы сохранилось до сих пор. К сожалению, школы в селе Покровского нет сейчас. Селе Покровское. И, на этом, конечно, работа не останавливается. Хотел бы отметить, кстати, вот по поводу происхождения фамилии. После войны 12 года в Атяжском, тогда Атарские, Алатырские уезды, таких сел, мордовских, таких сел, как Тазнеево и Селище, стала популярна, сейчас эта фамилия популярна, фамилия Французовой. В годы Первой мировой войны 7 человек участвовало с такой фамилией, в Великую Отечественную 24 человека. Вот. И если так вот сравнить, то есть получается порядка более 1000 человек участников Отечественной войны 12 года, порядка 7 тысяч, более 7 тысяч в Первую мировую войну и более 19 тысяч в Великую Отечественную войну. Спасибо за внимание. Ой, можно сказать еще вот пару слов? Вот я в дополнение, что ли, к Олегу Ивановичу, тоже такой интересный сюжет могу привести, связанный как раз вот с этой темой. Я в 2012 году была на стажировке в Эстонии, в Тарту, в Эстонском этнографическом музее, это один из крупнейших музеев Европы. Я там работала с фондами, там, мордовскими в основном, конечно. Вот. Там у них богатейший фонд, богатейший в Европе фонд мордовских экспонатов, в том числе с одеждой. На что я обратила внимание? Мордовская одежда, там мордовские и головные уборы, и поясные украшения, они богато всегда украшались монетами. Вот. И на что я обратила внимание? Вот среди этих монет было много иностранных монет. Как раз вот это связано с событиями войны 1812 года из Франции, из Германии, то, что мордовские уроженцы, а это, экспонаты собраны в мордовских селах, в основном в Мордовии. Вот. Даже награды я там находила, у меня было любопытно, я с лупой смотрела, и вот действительно, в общем-то, вот эти монеты, да, нашли свое применение, в общем, в украшениях мордовских. Я хотела дополнение сказать. Сергей Борисович Баумустов, кандидат культурологии. Природные бедствия в середине 19 века на территории Мордовского края. С подарком. Дело обычно. Спасибо. Один из моих приятелей купил квартиру в сарае. И в сарае обнаружил нежданно-негаданно приемник немецкий, приемник 30-х годов, в Саранске 30-х годов, такой приемник дома, это был, конечно, верх крутости, невероятнейший. Вот. Так что у меня на него прогноз сказал, делай что хочешь. Рабочий? А? Рабочий? Ну, у него были еще рабочие, этих нет. Ну, здесь отремонтируют. Ну да, такой мастер. У нас есть такие У меня на этот приемник стали засматриваться коллекционеры. Но я им сказал, ребята, не для вас. Сами ходите по сараю, вы ищите. Потому что для экспозиции 30-х годов очень даже вполне может пригодиться. Тема моего доклада не просто не случайно появилась, а в результате целенаправленного изучения специальных периодических изданий. Два самых знаменитых и очень информативных издания XIX века – это журнал Министерства народного просвещения, ЖМНП, так называемый, да? И журнал Министерства внутренних дел. Если журнал Министерства просвещения
еще у нас в каких-то отдельных номерах в Мордовии присутствует, то журнал Министерства внутренних дел нет вообще. Когда я до них добрался, а это 400 с лишним томов, правда, слава богу, небольшие, где-то примерно по 200 страниц каждого, вдруг неожиданно только посыпалось оттуда. Интереснейшего. Причем самое интересное казалось не статьи, а там есть и аналитические статьи, есть и обзоры статистические, а именно сама статистика. Потому что и там неожиданно вдруг оттуда посыпались сведения о таких вещах, о которых все подозревали, но никто точно не знал. И все понимали, что города и села, особенно села, горели беспрестанно. Да? А вот какие горели, с каким результатом горели, когда горели, полная пелена. И вдруг неожиданно из этого журнала посыпались сведения. Правда, в последний журнал все уходил с 1828 по 1865 год. Но последние 10 лет они так вот скузнили капитально, они провели реконструкцию некоторую. Суть этой реконструкции заключалась в том, что они стали публиковать только те случаи бедствия разного рода, стоимость которых превышала 10 тысяч рублей. Но по тем временам, вообще не было, конечно, по тем временам это уже гигантские деньги. Если деревня сгорела на 10 тысяч рублей, это значит, что ее больше физически не существует. А вот интересовали пожары все-таки поменьше, потому что на 10 тысяч рублей горели не так уж и часто. Ну, для примера, самое пострадавшее село в Мордовии за эти годы – Ельники. За 6 лет горели 5 раз ельники. Причем один из пожаров сразу 300 домов. Остальные пожары там по 30, по 40, по 60 домов. Да? Фактически село стерто было с лица земли. Даже церковь сгорела. Но что меня удивило, невероятнейше удивило и поразило, это жизнецепкость, жизнестойкость наших предков. Никто пожарище не бросал. Упорно, настойчиво искали какие-то материалы, строили снова и снова. Ни одно село не погибло, даже в том случае, если потрясающие были потери, потрясающие были. Вот к тому, что у нас без всяких пожаров села опустили, где-то около 1000 сел в деревне Мордовии пропало, без всяких пожаров. А тогда такие бедствия переживали, невероятнейшие. Вот. И, разумеется, сразу возникла тема тяжелого жизненной ситуации. Голод. Он бывал не только по поводу пожаров, по разным другим поводам. Голод встречался часто. И опять цепко держались за свое место в этой жизни. И, наконец, посыпались материалы о разного рода стихийных бедствиях, которых сегодня тоже хватает, но мы их как-то перестали замечать. По той простой причине мы их перестали замечать, особенно сильно замечать, что существует такое аура социальной защиты. Если село потерпело крушение по поводу там какого-то бедствия, да, ураган промчался, помогают. В те времена 20% потерь компенсировало государство, больше не помогал никто. Бедствие так бедствие, село страдало и мучилось. Поэтому то, что сегодня у нас легко обходится, мы даже не замечаем все эти результаты всех бедствий. В те времена било чрезвычайно больно, насмерть било. Что значит град прошел? Мы сегодня град-то не замечаем. Град мы замечаем, удивляясь, когда вот такие камни летят сверху, да? Град. Это вот дачники замечают, когда на дачу приходят, да, там все черно, все разбито. Еще замечают. Мы-то, особенно в городе, и не замечаем. Но, однако, по те времена каждый град – это угроза голода. Каждый град. Я рассматривал только случаи, когда результаты были сколько-то заметны. Потому что мелкое градобитие, когда выбивало градом 1, 2, 3 десятины посевов, это еще ничего. Потому что это маленький участок. Хотя десятина гораздо крупнее, чем гектар. По большим расчетам. Но ведь выбивало сотнями десятин.
Я вот вам сейчас просто только зачем не буду, скучно. Один кусочек. 1844 год. В Пензенской губернии зарегистрировано 15 крупных градобитий. Пострадало 11 764 десятины посевов. Это громадное поле. Громадное поле. А в пересчете на серебро 172 тысячи рублей. Простите, купцов, богатых купцов первой гильдии, которым обладали расходным материалом 170 тысяч, на всю губернию единицы. Красиво. Это гигантская сумма по тем временам. Когда корову можно было купить простите меня, за 20 рублей, что это такое, да? А в Симбирской губернии 9 градобитий тяжелых пострадало 11 907 десятин на сумму 143 тысячи рублей. А вот в Тамбовской губернии повезло. Было всего 8 градобитий, пострадало 4288 десятин на сумму 58 тысяч рублей. Везунчики. Вот такие вот, да? Везунчики. Случаются вещи и такого интересного. Мне особо интересно, когда одно село несколько раз повторяется. Имение Манлярских в Инсарском уезде. Только одно градобитие. Буря. Даже с помещичьего дома сорвало крышу полностью, вместе с фронтоном унесло. Ни одной целой избы не осталось. Ну, там крыша, понятно, соломенная, все разметалось, это естественно. 8 изб снесло полностью. Это что за ветер был такой, да? Для крестьян тяжелейший момент, когда вдруг нежданно-негаданно разорило, снесло амбар с запасным зерном, отборнейший, на черный день, самый-самый золотой запас. Все зерно унесло по закоулкам, с грязью смешалось, то есть для посева уже больше непригодно. Но крестьяне возрыдали, когда пришли на поля. 400 с лишним десятин хлеба, как не бывало. Другое село, недалеко, помещики Лебенау, очень интересные крупные помещики из Инсара, владельцы завода, наследники Моторин. Очень интересная семья. Кстати, обладали огромнейшим архивом, собрали, и этим архивом воспользовался в свое время Калачев академик, когда приезжал в Инсар, он на основе этого архива, плюс уездный архив, писал первые истории Инсара, написал тогда еще. Так вот, оказывается, Калачеву, то есть Лебенау были первыми людьми у нас, которые сеяли табак, сушили, мололи и продавали. У них в результате урагана разнесло все склады заготовленной махорки, сушили все сараи, все разнесло. Крестьянские дома пострадали, но ущерб был где-то около 3000. Это не 10 тысяч, как было в имении Манлярских. Там трагедия полная. Но радовались равно. Грянул еще одно боя, еще примерно 3000. А после этого еще и пожар, который 33 избы сгорело полностью, и самый жуткий, сгорело 2 ребенка. Еще. То есть эта деревня фактически тоже пережила трагическую ситуацию, но снова выжила. Вот этих цифр набралось достаточно много. На статью хватило, я вам там отдам. В электронном виде тоже, разумеется, принес с собой. Но если раз, чтобы вас не мучить, вы как бы звонили, все принес сразу. Там еще одна есть, нетронутая пока тема в журнале Министерства внутренних дел. Очень серьезные исследования, там проходили статистические данные, обследования состояния климата в разных регионах России в разные промежутки времени. Когда мы сегодня говорим о том, что у нас вот потепление, да, по-моему, это потепление наступило в середине того века. Судить по этим публикациям, да, то же самое, что сейчас у нас здесь. Или нас просто за нос водят, или этот процесс уже достаточно длительный. Это целая тема для специалистов в климатологии или там в географии. Оттуда можно много чего интересного вытащить. И есть еще один там интересный момент. Там достаточно много этнографических материалов. Разные народы исследовались. Причем очень серьезно. Я вам скажу, например, следующее.
обнаружил много материалов об устройстве Новороссии. Это вот то, что сегодня, где война идет в Украине, включая и Одессу тоже. Одесский университет назывался Новороссийским, а не Одесским когда-то. Очень много материалов из номера в номер они шли об устройстве земельной и так далее, и так далее. Понятие украинцы отсутствует полностью. Никакого отношения Малороссия к обустройству Новороссии не имела. Никакого отношения. Это вот мы еще очень долго будем расхлебывать 20 век и все, что мы творили в этих делах в 20 веке. Долго нам еще будет толкнуть. Ну, а, кстати, еще такой любопытный момент, уже не относящийся к докладу, просто мне из Чувашии книжку прислали одного из местных ученых. Я получил массу веселых минут. Я читал с большим удовольствием. Очень сильно этнически озабоченный автор убеждал читателей, что стесняться-то, ребята. Ведь понятно же, что мы прямые наследники шумеров. Никто не знает, кто наследник шумеров. Он знает. Потому что шумеры вообще в середине 19 века про них узнали. Тоже моментально наследники нашлись. Это ладно. Что стесняться-то, когда это правда? Иисус-то с матерью Марией Чуваши, а река Амазонка в Америке явно чувашское название-то. И так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны, можно пощекотать самолюбие этносов, с другой стороны, простите, зачем народу-то свои выставлять? Вот они смешно видят. Зачем это нужно? Так что осторожненько надо быть с этим вещами. Осторожненько. Первая заповедь любого ученого – сомневайся. Если этого нет, весели. Другого варианта я уже не вижу. Спасибо, что выслушали. Спасибо. Хотите спросите, а то уйду, не отвечу. Все предельно ясно. Николай Леонидович Васильев, доктор филологических наук, член Союза писателей России, с очень интересной темой. Известен и до сих пор популярен романс певца и композитора Ивана Алексеевича Рупини «Кого-то нет, кого-то жаль», написанный на рубеже 30-40-х годов XIX века. Рупини, изначально Рупин, по происхождению крепостной крестьянин Костромской губернии, годы жизни 1792-1850. Его музыкальный талант был замечен придворным шталмейстером, это главным конюшенным, Петром Ивановичем Юшковым, меценатом того времени, развивался под руководством московского музыканта, итальянца Мускетти, предложившего своему любимому ученику более звучный артистический псевдоним, итальянский манер. Дебют певца перед московской аристократией состоялся в 18 лет в доме Мускетти. После переезда в Петербург, что произошло, вероятно, уже в 20-х годах, Рупини зарекомендовал себя и как искусный учитель пения, педагог. Его считали лучшим учителем пения в Петербурге. Он был знаком, в частности, с Александром Сергеевичем Пушкиным, Дельвигом, Федором Алексеевичем Кони, отцом знаменитого адвоката и другом Полежаева, Лукьяном Якубовичем, тоже другом Полежаева. Предположительно, и с Дмитрием Юрьевичем Струйским, литератором, композитором, нашим земляком. Был учителем, в частности, дочери Вяземского Прасковья, о чем Вяземский писал в письме к Александру Ивановичу Тургеневу. Рупини писал музыку на слова многих русских поэтов-современников, в частности и Полежаева, не припадая к нему на грудь.
Был женат, и его дом в Петербурге превратился в небольшой салон, где бывали многие музыканты, литераторы, любители музыки. Но в 1940 году Рубини овдовел и с этого времени отчасти потерял интерес к жизни, работая уже не с прежним энтузиазмом и постепенно беднее. Об этом композиторе мало что известно, хотя вот Федор Конин в год смерти Рубини написал в «Пантеоне», в театральном своем журнале, некролог очень большой. Есть статья об этом композиторе в русском биографическом словаре Половцева. Рубини писал романсы на слова Пушкина, Дельвига, Козлова, Глинки, Кони, Полежаева, как я уже сказал, Строгощекова и на свои. С 1931 по 1936 год вышло 3 тетради его русских песен, в частности, первая с посвящением императрице. Было много публикаций его произведений в альбомах, в периодике. В общем, современники его ценили за песенно-композиторскую оригинальность. Популярный романс, о котором пойдет речь, одно из самых удачных сочинений композитора. Этот романс подвергался неоднократным полуфольклорным песенным трансформациям, вследствие чего иногда можно ошибочно трактовать происхождение и исконный текст. Есть версия, что автором слов к этому романсу был лицеист, однокурсник Пушкина Михаил Лукьянович Яковлев, более известный не в качестве поэта, а композитора-дилетанта. Текст произведения, о котором пойдет речь, опубликован в добротном издании «Песни и романсы русских поэтов», это серия библиотеки поэта, с указанием на авторство Яковлева. В комментариях к романсу составитель издания Виктор Евгеньевич Гусев сообщает, что впервые этот романс был напечатан нотой в 1839 году в Петербурге с посвящением композитору А.С. Сушинской, о которой мне ничего не известно пока. А в 1942 году переиздан уже в Москве с посвящением А.А. Струйской, что выглядит уже противоречиво само по себе, судя по этим данным. Между тем, в просмотренном мной девизу, одном из экземпляров данного романса, в фонде нотных изданий Российской национальной библиотеки определенно указано посвящение Прасковье Александровне Струйской. И следующие выходные сведения. Санкт-Петербург, в музыкальном магазине на Большой Конюшенной улице, дом Петропавловской церкви, в то время как сведения о времени издания отсутствуют. Хотя архивисты или библиографы рукой, карандашом вписали условную датировку произведения 41-50-е годы, то есть до смерти. То есть мы видим, что сведения Гусева о романсе либо неточны, либо противоречивы. Сейчас я процитирую текст этого романса, вот в этом раритетном издании, которое я видел, где нет указания на авторство слов. Тоже сказать, что это очень тонкий текст по сравнению с поэзией и нынешнего времени, да даже и с песенной поэзией XIX века. Кого-то нет, кого-то жаль, кому-то сердце мчится вдаль. Кто он? Не знаю, не скажу я, но и рыдая, и тоскуя, не прокляну судьбы моей за тем, что он причина ей. Где б ни был он, будь счастлив он, ему привет, ему поклон, об нем Спасителю молитва, но это страсть, но это битва, но муки сердца моего пусть будут тайны для него. Ну что она, на что ему? Он не поверит ничему. Одной мне Бог нести дал иго, ах, тяжела моя верига, но я несу ее смирясь, ведь сердце любит, не спросясь. Ни раз, ни два случится мне его увидеть в сладком сне, и только. Но уже не вправе я говорить во сне или в яве, кому-то сердце мчится вдаль, кого-то нет, кого-то жаль.
Итак, с определенностью можно сказать, что адресатом романса была не просто знакомая композитору петербурженка, вероятно, его ученица, но и именно Пелагея Александровна Струйская. Она имеет непосредственное отношение к нашему краю, потому что имя Струйских – это бренд нашей культуры местной. Это Рузаевка, ее центр и знаменитый род. Отцом Струйской был сын Николая Еремеевича Струйского, поэта, издателя Александр, один из его сыновей. Он имел отношение тоже к событиям 12 года, участвовал в Бородине, участвовал в захвате Парижа. И на стене номер 24 галереи воинской славы в храме Христа Спасителя имеется мемориальная надпись, свидетельствующая о том, что капитан Струйский был в числе раненых в сражениях при Красном, Смоленске со 2 по 6 ноября и награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Выйдя в отставку в чине гвардейского полковника, что соответствовал в табеле о рангах звания генерал-майора обычных частей, Струйский решил жениться. Обстоятельства этого шага сохранились в его письме к матушке, к Александре Петровне Струйской, знаменитой красавице Рокотовской XVIII века. Жили молодые супруги в Петербурге на Семеновской набережной Фонтанке, недалеко от Летнего сада. Полежаев запечатлел в поэме «Сашка» свой приезд к ним, характер дяди, их первые семейные шаги. А вот после рождения старшей дочери Струйский переехал с семьей в родовое имение под Рузаевку, намереваясь посвятить себя размерным заботам о наследственной собственности. Это было свойственно дворянам жить в таких условиях. Ему принадлежали крестьяне Пайгаровны, частично Рузаевки, Покрышкина, Архангельского, Голицына. Закончилась жизнь Струйского трагично. Он уцелел в грозных сражениях с наполеоновской армией, но был убит в 1834 году своим крепостным Антоновым. Потрясенная происшедшим, жена Струйского вместе с детьми уехала в Петербург. Вот, девочки воспитывались там, и судьба Пелагеи Александровны Струйской и ее сестры сложилась очень необычно. Пелагея вышла замуж за французского виконта в 1848 году. Судя по всему, она родилась 29-го или в начале 30-го. И умерла во Франции, оставив наследников, вот, о судьбе которых мне ничего не известно. Это французская ветвь рода Струйских. Вот. Ну, а подробности всей этой истории вы можете вспомнить из моей книги о Николае Еремеевиче Струйском. Пожалуй, этого достаточно, чтобы заинтриговать вас немножко. Спасибо за внимание. Ирина Васильевна Клюева, кандидат филологических наук, доцент кафедры культурологии, библиотечной информационной. Тогда Дмитрий Викторович Фролов, пожалуйста. Кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Московской финансово-юридической академии. Тема выступления – имена саранских стрельцов и казаков, бежавших со служб после войны Степана Разина. В приказных документах Российского государственного архива древних актов. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Так получилось, что не сговариваясь, сегодня уже очередное выступление посвящено персоналии. Постоянно работая в Российском государственном архиве древних актов, мое внимание привлек вот такой замечательный столбец. Длина его более 4 метров. Это фотокопия, разумеется, сделанная мной. Как оказалось, этот документ, взирая на листки, использую, никогда и никем не использовался. Никогда. Вот. И он хранится очень важно, вот он у вас в частях, в листочках, так как он хранится в года, он хранит очень важную, очень ценную информацию.
Все дело в том, что, к сожалению, по Саранску не сохранилось подробных переписных книг, когда подвор от 17 столетия, когда мы подворно знаем, кто, где и когда жил. И все наши историки и краеведы в основном, когда пишут о саранских стрельцах и казаках, в том числе и, безусловно, многоуважаемый Иван Дмитриевич Воронин, то, как правило, называется только фамилии и только ряд отдельных имен, которые так или иначе встречаются в каких-либо случайных документах. И вот эта история, она, казалось бы, для меня тоже долгое время была совершенно закрытой, но, к счастью, мне удалось обнаружить этот документ. Вот. Этот документ содержит ни много ни мало, а целых 276 имен. Вот. 270 из них это беглецы и нетчики. Предыстория такова, вы знаете, 1670-71 год, страшная Разинская война, 2 года уходят на восстановление мирной жизни, и затем в Саранск начинает сыпаться государевы грамоты. От 16 мая 1674 года князю Прохору Григорьевичу Долгорукому и подъятию с приписью Федору Трофимову, вот эта грамота, кстати, тоже им же адресована, она от июля 1675 года. Сначала было велено перевести перепись подробнейшую всех царских вотчин, которые непосредственно находились в Саранском уезде, и всех людей переписать. Вот на эту работу ушло примерно полгода. Далее идет вот эта грамота. Эта грамота цена тем, что она написана в Москве в июле 1675 года. И здесь совершенно точно, я ее полностью все расшифровал, прочитал, полный текст здесь в этой моей публикации есть. И здесь мы встречаем вот такой замечательный перечень. Я, разумеется, не буду зачитывать грамоту. Просто сколько же значится беглецов и нетчиков, и какова предыстория. К сожалению, первого листа грамоты не сохранилось. Но здесь более чем понятно, что взяв наше великого государя хлебное жалование, розных 1, 2, 3, 1233 человека городов, и мы, великий государь, указали тех беглецов и нетчиков сыскивать и сыскав беглых, пущих заводчиков повесить по одному человеку из города, а остальным, учиня наказание, отослать с провожатыми на Дон, в полк стольникова его и воеводы князя Ивана Кольцова-Масальского. И как вам вся наша великого государева грамота придет, и вы велели тех беглецов и нетчиков сыскивать, а сыскав их беглецов безо всякого милосердия, а кто именны те саранские беглецы, и тому роспись под сей нашу великую государеву грамоту за дьячью приписью. Итак, сколько же человек побежало? Всего сбежал, если просто перечень такой краткий. Саранские стрельцы 25, казаки 30, Саранского уезда Архангельской слободы Пролей Салма тоже 4, слободы Дракинской 5, Дмитриевской Моресева тоже 1, Покровской 6, Инзерского острога стрельцы 19, Инзерского острога казаки 11, слободы Дракиной 3, от Тимарского острогу стрельцы 45 человек, больше всех сбежало на Дон, от Тимарского острогу казаки 15, деревня Уды, старые домовые казаки 6, отдельно указана деревня Уды-Мар 2 человека, от Тимарского острога села Воротников 23, Шишкеевского острогу стрельцы 6, Шишкеевского острогу казаки 37, Шишкеевской слободы старые казаки села Ангиняр 3, Шишкеевского острога села Интинар 5 и так далее. Что интересно, понятно, что в основном, в абсолютно подавляющем большинстве, кроме 7 имен, это одно татарское, 6 мордовских, все русские, разумеется, потому что стрельцы и казаки, это потомственное сословие, переводились, прибирались и так далее. Вот что интересно, вы знаете, что существует также множество указов, что в пограничных городах стрельцов не хватало, царские грамоты бесконечно требуют прибирать не крепостных, так сказать, не шишей каких-то, а вот вольных людей, иногда даже гулящие. И попадают люди из посада. Вот что подтверждает? А подтверждает, собственно, имена. Родька Петров, сын барабанщик, саранские персонали, Ганька Михайлов, сын корабейщик, Игошка Матвеев, сын серебряник, Ивашка Михайлов, сын калашник, Пронька сапожник, Любимка Бочкарев, Ивашка Рыбакин. Казаки. Венедикт Кузьмин, сын Свиткин, от Свитка, разновидность древнерусской одежды. Симонка Иванов, сын Пищальников, от слова Пищаль, у атимарских стрельцов. Никитка Гаврилов, сын Сборщиков. Андрюшка Дементьев, сын Полстовалов, от валять полсти. Сенька Арсеньев, сын Капканщиков. Федька Никифоров, сын Ситников, да, ситники, ситный хлеб.
У атимарских казаков Савка Семенов сын Полозов, Янка Герасимов сын Окороков. Ну и среди шишкеевских стрельцов и казаков целых 3 человека, которые сразу подтверждают там тезис о том, что в Шишкееве с самого начала было гончарное производство. Это Гришка Потапов сын Горшков, и его родной брат Степка Потапов сын Горшков, а также Мишка Ефремов сын Горшков, ну и также Тимошка Григорьев сын Плотник. Вот в качестве фамилии используются прозвища, часто какие. Ну, например, у атимарских казаков Васька Алексеев сын Сурок, Сенька Федоров сын Черный, в Покровской Слободе Ивашка Никифоров сын Бобер, Мишка Петров сын Щербак. Ну, понятно, от Щербины большое расстояние между верхними резцами. В Индзерском остроге, значит, Ивашка Волк, среди атимарских стрельцов Кирюшка Антипьев сын Нос, в Шишкееве стрелец Анечка Михайлов сын Синица, Ивушка Григорьев сын Верхогляд, видимо, не очень внимательный был человек. Также казаки Антип Терентьев сын Роток, Роток ротовищ, то есть древко копья. Ивашка Никифоров сын Простой, Ефремка Иванов сын Дятел. Саранский стрелец также есть Артюшка Веретенник, знаете, Веретенник маленькая птичка. Среди оформившихся фамилий понятно, что большинство персоналей мы встречаем по имени и отчеству, потому что фамилии в 17 веке у служилых людей, разумеется, далеко не у всех оформились. Явно более-менее оформившиеся фамилии. Это у саранских стрельцов Стрижов, Безбородов, который опять-таки происходит от прозвища либо самих владельцев, либо отцов их. Керов, Сосин, Шикин, у саранских казаков Телятников, Ярцев, Морозинов, Долгов, Рожнов, Шепелев, Холопов, Седов, Воронин, Рябкин, Кочергин, Гречнев, Кирботский, Калмаков, Шадрин, Трубчиков, да? То есть все такие старые саранские фамилии. В Дракинской Слободе Рогов, Алибухин, в Моресеве Замотаев, в Покровской Слободе Засеткин и Быков, в Инзерском остроге Кудрявцев, Медведев, Меркулов, Шестаков, Привалов, Решников, Марваев, в Атимаре Сильнов, Можженинов, Савелов, Ярцев, Пестов, Петуров, Купкаев, Востриков, Лебедев, Мещеряков, Тюрин, Племянников, Немов, Пестов, Свиязев, Веретенников, Корякин, Ямников, Котынев, в деревне Уды Долгов, в Шишкееве опять-таки фамилия от прозвища Носов, Чернов, Сибриков или Чибриков, Кастеров, Шмытаев, Моторин, Девятов, Червяков, Сисин, Молоков, Костриков, Аталеков, Анкундинов. Значит, один татарин, Сюбай Ксиушев, и среди царских казаков несколько человек служили мордвы или выходцев из автохтонного населения. Это Покайка Емеков, инцарский казак, Васька Неводяшев, шишкеевский казак, Мишка Киридясов, казак села Воротники. И оказано, особо написано, что мордва Садка Сатов и Питайка Тумаев — это казаки деревни Уды. И еще Егошка Григорьев, сын Полдамасов, есть такой саранский казак. Вот таким образом, благодаря данному документу, мы с вами знаем, что если смотрим по смете воинских сил, на 1661 год мы знаем, что в Саранске очень внушительный гарнизон, 1299 стрельцов, казаков, пушкарей, которые, разумеется, в большинстве своих случаев не были в Саранске, больше половины, как известно, находилась на вечных государевых службах на Дону, в Уфе, Царицыне, причем служба на Дону была наказанием, как это видно из документов, что беглецов и нетчиков посылать на службу на Дон, потому что там вечные донские казаки и вечные с ними проблемы и сложности. Вот этот замечательный документ он вернул нам из исторического небытия 276 имен саранских стрельцов и казаков. Остается, конечно, неясным, сколько из них было поймано, сколько из них было возвращено, кто был повешен. Пока мне не удалось обнаружить дальнейшие документы. Однако нам возвращено 276 имен, которые населяли наш город Саранск в 17 столетии. Я благодарю вас за внимание. Если есть ко мне вопрос, конечно, можете задавать. Да. Я понял так, что этот список тех служилых людей, которые были это беглецы и нетчики. Для вечного поиска, бессрочного поиска. Да. Естественно. Дьяволков встречался, он такая фамилия? Нет, Васька Дьяволков здесь не значится, это слишком одиозные, слишком серьезные фигуры. Он разыскивался, как известно, отдельно. Ну, его поймали, кстати. Но он разыскивался отдельно. За свои вины и преступления его искали отдельно, да. Но здесь его нет. Без вариантов. Вопрос. Понятно, что это только Саранский лес, если Саватовский лес.
Алатырского уезда нет, это грамота именно в Саранск, и здесь, заметьте, все... Казанец. Это по происхождению, есть тут такие, я просто не стал всех озвучивать, здесь есть несколько стрельцов и казаков, у которых вместо фамилии указано место первичной дислокации. Есть казанец, есть алатырец, есть касимовец и так далее. Да, встречается. То есть это те люди, которые были переведены. Казанского нет, здесь все крепости Саранской черты, это Саранск, Атимар, Инзерский острог, Шишкеев. Да, может быть. И что меня еще удивило, документ уникальный просто сохранность, он великолепный сохранность, потому что в основном, когда я работаю с фондом 1156 Саранской приказной избы, на большинстве дел вы знаете, что всегда стоит пометка ветхая и не выдавать. Но, к счастью, в Аркадах у меня работает друг, и мне выдают все. Вот, и ветхое, и не ветхое. И, конечно, я могу сказать, что этот фонд 1156, он не опубликован даже и на какую-то там 20-ю часть, что разными исследователями в основном чуть более 3 десятков документов так или иначе использовалась, а основная масса документов, она до сих пор лежит, к сожалению, не расшифрована, не опубликована. Вот ваш покорный слуга этим занимается. Если есть ко мне еще вопросы, я отвечу. Алексей Георгиевич Нечаев. Там, где стояли саранские храмы. Название моей темы звучит несколько романтично, но я хочу сразу предупредить, что я не буду касаться истории саранских храмов, я не буду рассказывать об их архитектурных достоинствах и недостатках, может быть, поскольку все это хорошо известно из замечательной книги «Разорванное ожерелье». Один из авторов здесь, Сергей Борисович, присутствует. Вот, и я из этой книги почерпнул много сведений и фотографий, которые я собираюсь использовать вот в процессе своего сообщения. Так, это не то. Ага. Вернись, пожалуйста, первый. Это все-таки то. Первый номер, да. Ну, Саранск, дореволюционный Саранск, как и всякий уездный город, отличался большим количеством церквей. Вот на этом плане города Саранска 1900 года можно видеть, как много их было. Каждый крестик – это церковь. И причем не все церкви еще отображены на этом плане. Здесь не хватает 2 церквей Михаила Архангела, церкви, еще одной церкви Владимирской, которая входила в состав Петропавловского монастыря. Ну и, конечно, здесь нет еще военной церкви Вендавского полка, который переселился в Саранск только в 1910 году. Вот. Церковь Вендавского полка была посвящена пророку Ильи. Вот. И хотя существует мнение, что это была церковь в честь Иоанна Воина, но есть факты, которые свидетельствуют в пользу моих слов. Следующий, пожалуйста. Вот это план центра города. Здесь по этому плану уже можно более точно судить о положении всех церквей. И моя задача, еще раз повторю, уточнить положение всех храмов города, исчезнувших храмов, потому что некоторые из них сохранились просто здания, некоторые даже используются как церкви. Вот уточнить положение всех храмов города. Вообще-то известно их положение с точностью, скажем, 50-100 метров. Мне хотелось бы это сделать с точностью, ну, хотя бы до 20-30 метров. Ну и поскольку у меня много современных фотографий, сравнить старинные фотографии с современными, то есть показать, что стоит на месте этих церквей и как наш город за это время изменился и как он выглядит по сравнению с тем, что было. Дальше, пожалуйста. Ну, начнем с самого грандиозного церковного сооружения города Саранска. Это Спасский собор. Здесь он показан с южной стороны. Вот, рядом с ним стоит контора Спасского собора. Еще недавно в этом здании было епархиальное управление. Оба здания теперь не существуют. Вот,
сам Спасский собор, как и многие церковные здания, был снесен в 30-х годах прошлого века. Но на этом рисунке хорошо видно, что Спасский собор стоит на самом краю склона к реке Саранге. Следующий, пожалуйста. Да, а это вот я попытался изобразить, то есть снять сделать фотографию того, как это сейчас примерно выглядит. Конечно, тот же самый ракурс невозможно выбрать, потому что предыдущий снимок снимался с колокольни Успенской церкви, которой ныне нет. И сейчас там находится парк имени Пушкина. Из-за деревьев, конечно, ничего снимать невозможно. Вот я сбоку подкрался, и ни одно из зданий с предыдущей фотографии здесь мы не найдем. Вот новое епархиальное управление, оно почти на том же самом месте, где стояло предыдущее. Поэтому мы можем судить, где, с южной стороны судить, где стоял Спасский собор. Следующий, пожалуйста. А это вид того же Спасского собора со стороны Рождественской улицы, ныне это проспект Ленина. Ну, как мы можем видеть, этот собор прекрасно оформляет завершение, перспективу улицы. Вот над крышей дома направо видна верхушка шатра колокольни Христорождественской церкви. Дальше, пожалуйста. Ну, а это вот современный снимок, примерно из той же самой точки. Как видите, перспектива совершенно изменилась. Сейчас дорога уходит не к храму, а она уходит в небо. Вот, и кругом высокие дома. Нет того простора, который был раньше. Дальше, пожалуйста. Эта фотография сделана с колокольни Петропавловской церкви, Петропавловского собора. Вот здесь уже присутствует здание, в котором сейчас располагается городская администрация. Вот, и вдали виден Спасский собор. Мы можем уточнить его местоположение. Он находился гораздо ниже по склону, чем вот это вот административное здание, существующее до ныне. До него где-то от того места, где теперь памятник Ленину, до этого собора было метров 20, наверное. Вот. И с другой стороны можно видеть, что он стоит на одной оси с созданием присутственных мест. Вот здесь вот справа виден краешек здания присутственных мест. Вот они, то есть мы сейчас достаточно точно можем определить центр Спасского собора, если мы проведем прямую линию от центра проспекта Ленина и от административного здания по улице Московская, 1, где эти линии пересекутся, там как раз примерно будет центр, где стоял Спасский собор. Я думаю, если там покопаться как следует, то можно найти фундаменты этого собора, поскольку, вот, судя по сведениям Сергея Борисовича, там был очень глубоко залегающий фундамент из почвенных вод. Вот, и слева виден краешек Верхней Казанской церкви. Вот, к которой мы сейчас и перейдем. Следующий снимочек, пожалуйста. Это современный снимок. Вот там памятник Ленина, если от него метров 20 ступить на юг, там была северная стенка как раз Спасского собора. Ну, здесь кое-что сохранилось от старины, вот в виде этого здания административного, которое, к сожалению, очень тщательно отреставрировали. Штукатурка, говорят, с него уже отваливается, поскольку здание не было предназначено для облицовки его штукатуркой. Вот, и как один свидетель рассказывал, во время его реставрации некоторые узоры кирпичные позбивали просто и на это место наклеили какие-то пластмассовые штуки. Дальше, пожалуйста. Да, вот он, собственно, крайний справа на переднем плане. Это Верхняя Казанская церковь. Вот. Рядом с ней, левее, виднеется небольшое зданице, купол один. Это церковь Михаила Архангела. И здесь я заметил очень интересную особенность этой церкви. Если внимательно присмотреться, то видно, что апсида этого здания, то есть алтарный выступ, смещен от центра здания. Обычно апсида, она располагается по центру здания. Здесь она значительно смещена к краю здания, к южной стене здания. Ну, я нахожу этому единственное объяснение, что
церковь Михаила Архангела строили позднее Верхней Казанской церкви. Место для строительства было очень ограниченным. Вот, и поскольку получилось так, что часть новой церкви затенялась Верхней Казанской церковью, а апсиду нельзя затенять другими зданиями, она должна быть открыта, ее сдвинули вот южнее, к углу здания. Вот. Что это значит? Это значит, что они стояли почти впритык, два эти здания. Следующую фотографию, пожалуйста. Ну, а это вот из книги как раз «Разорванное ожерелье». Очень интересные фотографии. Здесь мы видим процесс строительства на заднем плане здания, которое традиционно называлось партшколой. Сейчас здесь университетский корпус по улице Советской. И церковь Михаила Архангела еще сохранившаяся. Вот, как мы видим, она практически почти вот примыкает к самому центру здания. Ну, Верхней Казанской церкви не видно, скорее всего, она уже снесена, поскольку тогда была традиция, ничего не пропадало. В небогатой стране из кирпичей разобранных храмов возводили новые здания. Следующий, пожалуйста. А это вот уже тот же, почти тот же вид современный. Вот мы видим, где центр современного учебного корпуса. Вот там стоит трансформаторная будка. И чуть правее там метеостанции. Вот где-то на этом месте примерно и стояла церковь Михаила Архангела. Чуть правее, вплотную к ним, может быть, дальше туда, чуть дальше к корпусу, находилась Верхняя Казанская церковь. Следующий, пожалуйста. Ну, это самая нарядная церковь Саранска, Христорождественская церковь. Вот, довольно поздней постройки, но красивая. Этой церкви, зданию этой церкви, надо сказать, повезло. Ее сломали одно из последних в городе, уже, наверное, где-то в 80-е годы. Следующая фотография. И вот здесь мы видим огрызок от этой церкви. Церковь, здание церкви долгие годы использовалось как здание хлебозавода. Здесь мы видим уже все верхи снесены. Вот вместо апсид алтарного выступа пристроен еще один небольшой такой двухэтажный корпус, тоже принадлежавший хлебозаводу. Вот, и здесь мы видим уже все современные ориентиры. Во-первых, угол магазина, здание, где магазин «Книжный мир». И во-вторых, там далее вот четырехэтажное здание, административное здание. Вот, и они помогают нам достаточно точно определить место, где находилась Рождественская церковь. Следующий, пожалуйста. Вот и как раз это фото сделано от угла Книжного мира. Вот мы видим административное здание, на которое я указывал на предыдущем снимке. И рядом с ним зал заседаний Дома Республики. Вот на месте этого зала заседаний Дома Республики как раз и стояла Христорождественская церковь. Ну, я думаю, там никаких фундаментов сохраниться от этой церкви не могло, потому что строили, когда Дом Республики, Белый дом, там выгребли все до максимальной глубины, подвалы там очень солидные. И следующий рисуночек, пожалуйста. Ну, а это, если мы посмотрим от Спасского собора направо, налево, извините. Вот, вдали там виднеются здания храмов Петропавловского монастыря. Высокая колокольня – это Петропавловский собор, Петропавловская церковь. И чуть поменьше – это Владимирская церковь. Следующее. Ну, а теперь вот все это выглядит вот так вот. Никаких следов от этого не осталось. Я это произношу не с сожалением, а просто, чтобы зафиксировать тот факт, что все течет и все изменяется. Дальше. Ну, а это вид на те же самые храмы, но уже примерно с того места, где сейчас перекресток Советской и Большевистской улиц. Ну вот на первом плане Владимирская церковь. Но она у меня как бы вызывает определенный интерес своей загадкой. Дело в том, что храм был освящен в 1817 году
как памятник войны 12 года. А глядя на ее архитектуру, я бы сказал, что здесь присутствуют все признаки неовизантийского стиля. Вот этот широкий низкий барабан, достаточно плоский купол, вот эти вот полукруглые выступы со всех сторон, это все признаки неовизантийского стиля, в основе которого лежало подражание храму Святой Софии в Константинополе. Вот, стиль этот появился в последней трети, где-то даже четверти XIX века. Вот как эти две даты совместить, я не совсем понимаю. Может быть, происходила какая-то неизвестная нам перестройка, вот, поскольку церковь, ее заложили в 1815 году и построили за 2 года, такая скорость строительства, она у меня вызывает довольно большие сомнения в качестве результата работы. Вот, тогда пользовались известковым раствором, и строительство должно было продлиться подольше, чтобы здание хорошо село. Я не исключаю, что купол ее рухнул, и ее пришлось восстанавливать уже где-то в конце, может быть, 20 века. Но это чисто такое предположение. Уверяю вас, к неовизантийскому стилю, никакого отношения. Ну, может быть. Это классицизм, тем паче, это ампир. Ну, я мог бы с вами поспорить. Другое дело, что есть кое-какие элементы древнерусские, например, телевидные окна на барабане. Другое дело. Ну, от ампира здесь ни одной колонки я не вижу. Подражание русской системы классицизма тоновской, она появилась гораздо позже 1817 года. Так что, если внимательно посмотреть на неовизантийский стиль, то вы много найдете общего. Это уже новорусский, он появился в 30-е годы, он был все гораздо позднее. Это ампир. Тут даже сомнений нет. Но у меня есть сомнения. Так, и здесь вот мы можем вернуться опять к Спасскому собору. Посмотрите, насколько ниже по склону он стоит, чем вот административное нынешнее здание. Вот стоит прямо напротив здания присутственных мест, вот нынешнее Московское 1. Следующий снимок. Да, следующий снимок, вот. То же самое примерно современность. Владимирская церковь стояла вот где-то на границе вот, жилого вот этого вот дома и здание, где дворец бракосочетания. Где-то на их границе стояла Владимирская церковь, причем ее южная часть вот этого полукруглая выступала на тротуар, на площадь. Следующее. А вот во дворе этого дома стояла Петропавловская церковь. Если здесь покопаться, тоже, я думаю, может быть, фундаменты где-то под землей и лежат. Дальше. Ну, это Покровская церковь. Она стояла там, где сейчас находится перекресток улиц Льва Толстого и Коммунистической. Вот она занимала середину существовавшей тогда площади. А далее, вот современный вид. В ту же самую сторону. Но церковь эта, кстати, тоже довольно долго, здание ее, я хочу сказать, долго сохранялось, оно сохранялось еще в начале 60-х. Вот я помню, как проходил мимо него, и меня всегда удивляло, там был такой узенький тротуарчик вдоль нее, там была баня. И меня удивляло, почему тротуар так резко сужается вдоль этого здания, а он сужался, потому что церковь, она находилась практически среди площади. Вот, и как-то людям проходить надо было, и в то же время не стеснять движение автомобильное. Дальше, пожалуйста. Да, та же самая церковь. Это вид с улицы современная Льва Толстого. Очень известная тоже фотография. Раньше она называлась Московской. Вот крайнее левое здание, оно до недавних пор еще сохранялось в составе здания ФСБ. Это оно вошло в состав левого крыла здания ФСБ, но тоже недавно снесено. Вот, а справа видно ограда. Ограду видно, это ограда площадки усадьбы Христорождественской церкви. Потом на этом месте вместо этой ограды построили, старожилы помнят, там стоял трехэтажный дом, на первом этаже которого был хлебобулочный магазин.
Вот его тоже снесли где-то в 80-е годы, этот дом. Дальше, пожалуйста. Как мы видим на том снимке, церковь, она как раз занимает всю перспективу улицы, то есть она стояла прямо в створе улицы. Вот современный вид, и что мы видим в створе улицы? Мы видим вот пристройку гостиницы «Саранск», в которой раньше был ресторан этой гостиницы, а теперь, я уж не знаю, торгуют чем-то. Далее, пожалуйста. Да, это прям вот этот перекресток. Ну, поскольку улицу расширили значительно, то церковь стояла там, где сейчас проходит вот тротуар напротив этой пристройки, и там, где находится вот переход через улицу Льва Толстого. Это место было занято как раз Покровской церковью. Далее, пожалуйста. Это следующая, это другая приходская церковь, Духосошественская. Стояла она на улице нынешней Большевистской, а тогда она, естественно, называлась Сошественской. Но, к сожалению, как бы окружающий пейзаж здесь не присутствует, и очень достаточно трудно было бы определить ее местоположение. Вот. Само здание очень интересно само по себе, к сожалению, его затеняет вот посередине дерева. Вот. И я попытался сделать как бы альтернативную реконструкцию здания, альтернативную той, которую я нашел в книге «Разорванное ожерелье». Следующий, пожалуйста. Внизу реконструкция здания из разорванного ожерелья, а наверху вот я воспользовался всеми элементами нижнего рисунка, но сделал несколько иную композицию и план. Что интересно здесь? Интересна сама форма церкви, совершенно противоречащая нашим каким-то православным стандартам в достаточной степени. Она происходит еще от готической планировки зданий. Вот, и это как бы церковь, я бы сказал, зального типа. Далее. Да. Теперь вот вы видите, традиция в 30-е годы, когда снесли эту церковь, была соблюдена. Вот на месте церкви построили здание, используя, скорее всего, материалы этой церкви. Вот сейчас вот это вот трехэтажное здание, оно перекрывает ту площадь, на которой стояла Духосошественская церковь. Это здание по длине перекрывает вот всю ширину площади. Следующий снимочек. А вот здесь сама, собственно, церковь и стояла вот посередине этого двора, вот на месте этих деревьев где-то. Вот, ну, да, это двор этого же самого дома. Я когда вошел в этот двор, я был несколько удивлен. Я помню, там всегда было скопище разных сараев, сараюшек. Вот, и я вошел, был поражен тем, что весь двор очень заасфальтирован, вот, весь в газонах, ухожен, и никакого следа сараев нет. Вот, ну, этому, вероятно, есть какое-то объяснение, но... Сбоку дом, там Алексей Георгиевич Каховский поставили, все это заасфальтировано. Не сбоку, а вот, да, напротив него, да, там стоит дом, жильцы которого захотели иметь перед собой более красивый вид. Следующий, пожалуйста. Да, ну, это у нас кладбищенская Тихвинская церковь. В процессе разборки в 30-е годы, судя по всему. Вот, видите, верхушки уже начинают разрушать. Ну, Тихвинское кладбище, краеведы знают, оно находилось в квартале, который теперь ограничивает с проспектом Ленина, улицами Васенко и Большевицкая. Все здания, которые вот стоят на этом месте, они стоят на территории кладбища, включая 17-ю бывшую школу. Следующий рисуночек. Да, это вот реконструкция из разорванного ожерелья. Я хочу обратить ваше внимание на то, как выглядит основная часть, нижняя часть вот этой церкви. Ее прямоугольный, четкий объем. Вот, ну, следов этой церкви никаких не сохранилось, никаких зданий вокруг, которые на предыдущем снимке, которые могли бы указывать на ее местоположение, тоже не видно. Но, тем не менее, следующий снимочек. Посмотрите на это здание. Вот. Это сначала был детский садик,
последние годы здесь было жилое здание. Вот, если мы откинем правую часть этого здания на 2 окна, то мы обнаружим, что по размерам примерно, по ориентации, по местонахождению, это здание соответствует положению Тихвинской церкви. Я предполагаю, это, конечно, чисто мое предположение, что в свое время Тихвинскую церковь разобрали до конца. Из ее кирпича, по-видимому, следуя традиции, построили детский садик, который находится вот правее этого здания. Детский садик этот до сих пор существует, это здание, оно расстроено, к нему сделали пристройки, там находится ныне Мордовский гуманитарный институт или университет, не знаю. Вот. А это здание, оно ныне снесено, этим летом его сломали, и, к сожалению, я как бы не успел застать процесс окончательной разборки, вот, чтобы посмотреть, какие там фундаменты. Ну, фундаменты еще под землей, наверное, там сверху присыпали, все это вывезли, весь кирпич. Кирпич весь достаточно современный. Я полагаю, что вот здание детского садика воздвигли на старых фундаментах из экономии. Вот, и вот эти стенки, которые мы видим, они, конечно, к предыдущему церковному зданию никакого отношения не имеют. Тут мы не видим никакого декора, которым было богато украшено церковное здание. Вот, и сейчас от этого ничего уже не осталось. Ну, фундамент, я думаю, под землей, но, думаю, недолго, потому что там идет процесс очень интенсивное строительство, дома наступают со всех сторон. Боюсь вас разочаровать, фундаментов нет. Я нашел снимок, где разрушают и фундамент. И фундамент разрушили. И фундамент разрушили. Ну, возможно. Ну вот как раз, судя по всему, судя по планам старинным, вот в этом месте где-то стояла она, Тихвинская церковь. Следующий, пожалуйста. Ну, переходим к нижней части города. К нижней части города. Здесь у нас Никольская церковь на переднем плане, Успенская церковь на заднем плане за ней стоит, и колокольня Успенской церкви. Вот, все это находилось на нынешней улице Красноармейской, а тогда улица называлась Успенской. Вот, теперь на месте вот площади окружающей эту церковь находится парк имени Пушкина. Дальше, пожалуйста. Да, вот теперь современный вид. Успенскую церковь снесли, колокольню снесли. Вот та колоколенка, которую мы сейчас видим, это новострой. В наше время не так давно построена. Ну, Никольская церковь сохранилась, она смогла пережить все эти бурные перипетии вот, предыдущего века. Хотя, когда ее восстанавливали еще при советской власти, должен сказать, что переднюю часть трапезной, там ее солидно обкарнали, обрезали. Дальше. Ну, вид того же самого комплекса с верхней части города. Вот. Сейчас этого ничего не увидишь, потому что высокие здания снесены, а все вокруг засажено деревьями парка, а Никольская, сохранившаяся церковь, среди них вот, с этой точки потерялась. Дальше. Да, это вот план этой церкви. Благодаря этому плану мы достаточно точно можем установить расположение всех сооружений этого комплекса. Обратите внимание, вот крайне правый это план Никольской церкви, между ней, колокольней и Успенской церковью довольно большие промежутки, прогалы. Следующая картинка. Вот. Сейчас, вот, используя предыдущий план, можно определить, что колокольня построена не на фундаментах старой колокольни, а с некоторым сдвигом ближе к Никольской церкви. Вот она была правее расположена, а Успенская церковь, ну, она где-то, может быть, частично находила вот на это одноэтажное здание, вот, а частично стояла там до сих пор в парке, сохранился такой небольшой бугорок возвышения, вот там и стояла Успенская церковь. Дальше, пожалуйста. Ну, это Константиновская церковь, церковь царя Константина и Елены. Тоже кладбищенская, на нижнем кладбище. Кладбище располагалось в квартале, который расположен между улицами Кирова, Республиканской и переулком Кириллова. Сейчас на этом месте, раньше там был рынок, теперь
там, наверное, тоже рынок. Вот, ну, церквушка небольшая, тоже интересная по архитектуре. Вот, судить о точном местоположении очень сложно, потому что окружающий пейзаж городской не показан. Но следующий снимок. На этом месте, вот, на углу Кириллова и Республиканской, еще не так давно стояло небольшое двухэтажное промышленное здание. Там что-то было от легкой промышленности, то ли... Обувная фабрика. Обувная фабрика. Отлично. Вот, и памятуя, так сказать, традицию, чтобы ни один кирпич не пропал, это здание, вероятно, было построено вот из кирпича. Стиль его явно был 30-х годов, было построено из кирпича с использованием кирпича этой церкви. Сейчас на этом месте стоит вот это вот здание. Вот, конечно, ну, можно предположить, что церковь была где-то вот туда, на том краю этого здания, ближе к южному краю этого здания, потому что большое, оно занимает площадь гораздо больше, чем предыдущая вот эта вот обувная фабрика. Но здание само по себе очень интересно. Вот это такой очень хороший, четкий пример постмодернизма с признаками классицизма. И оно, к сожалению, оно в этом окружении смотрится достаточно нелепо. Вот, оно бы могло украсть и какой-то другой, более развитый архитектурно участок города. Да, дальше. Ну вот, так выглядел центр города с нижней части, с ярмарочной площади, то есть там, где сейчас парк Пушкина. Вот, вы видите, что все пронизано шпилями. Плоский, деревянный город был, и он весь был пронизан, ну, тут самые лучшие здания, конечно, показаны, он весь пронизан был шпилями, куполами церквей. Здесь мы видим Спасский собор, и Христорождественскую церковь, и церкви Петропавловского собора. Следующий, пожалуйста. Ну, а теперь вот это совсем свежий снимок, то, что мы видим сейчас. Ситуацию несколько спасает вот здание собора, нового собора, который выполняет теперь в какой-то мере функцию старого Спасского собора, замыкая перспективу Большевистской улицы. Вот, а так город стал достаточно плоским. Вот, из 17 церквей, которые существовали в дореволюционный период в городе Саранске, вот 11 где-то было сломано. Вот я рассказал об их местоположении, а не об истории. Так, еще снимочек. Есть там у нас чего? Ну это уже как бы... Этот снимок я взял из одной книжки. Это здание представлено как остатки церкви Виндавского полка. Если интересно, я могу, если время есть. Ну, конечно, лимит... Ну, если лимит исчерпан. Но тут на уже, этом я так думаю, что остается 10 минут до кофе-брейка. То есть мы можем немножко раньше закончить первую часть, либо выслушаем до конца Алексея Георгиевича. Ну, как аудитория пожелает. Коллеги, ваше решение. Дослушаем. Да, вот этот снимочек я взял из книги, которая была издана в ВЧ, не помню номер, ВЧ, который относится сейчас в 103-й арсенал, располагающийся на территории бывшего Виндавского полка. Вот, в этой книжке там очень немного снимков современных, и вот этот снимок, он презентован как остатки полковой церкви Виндавского полка. Вот, автор этого снимка, я с ним беседовал, он как бы выбрал это здание по той причине, что на нем были выложены кресты кирпичной кладкой. Следующий снимочек, пожалуйста. Вот. Это вот плац казарм Виндавского полка. Здесь мы видим 4 больших длинных здания. Это батальонные казармы. Вот. На севере и юге горизонтальные — это батальонные столовые.
И на северо-востоке одна столовая обозначена белым крестиком. Вот в этом здании как раз и находилась церковь Виндавского полка. Я, в принципе, хотя автор там интуитивно или на основе вот этих выложенных кирпичом крестов обозначил это здание как церковь, я с ним абсолютно согласен. И посмотрите, это здание, оно совершенно отличается от однотипных практически 3 остальных батальонных столовых. Чем отличается? В батальонных столовых там есть по 2 ризолита, в которых находились входы в столовую, они все обращены к плацу. Плац-парад, я хочу сказать, он был гигантских размеров, он занимал по площадь 9 футбольных полей. Вот. А отмеченное крестиком здание, оно имеет ризолиты и на северной стороне, на обратной. Вот. Один из них очень большой. Вот. И следующий снимочек, пожалуйста. Я обратился к опыту других военных городков. Это военный городок Усть-Двинского пехотного полка, который располагался в Сызрани. Этот полк входил в ту же самую дивизию, что и Виндавский полк, и был переведен вместе с Виндавским полком из Прибалтики в 1910 году. Что мы здесь видим? Вот. Ну, белые здания – это поздние постройки. Все красные здания – это те, которые относились к военному городку Усть-Двинского полка. А здесь они восстановили церковь. Сейчас там находится вертолетный полк. Не вертолетный полк, извините, вертолетное училище. У них большие возможности, и они смогли такую хорошую панораму снять со своего вертолета. Вот. А вот там была восстановлена церковь. Она сейчас является действующей. Вот. И ее тут глазки видно. Да, вон там кто сможет рассмотреть. И находится эта церковь в том же самом месте, которое обозначено на предыдущем рисунке. То есть северо-восточный угол плаца. Следующее. Вот эта церковь. Действующая. Хотя там сейчас вертолетное училище продолжает функционировать, церковь работает. Ну, судя по всему, они восстановили. Снаружи что пришлось сделать, это восстановить гладки. И посмотрите, там вон тоже есть кресты. Дальше. Следующий, пожалуйста. Ну, это я попытался восстановить план батальонной столовой, в которой располагалась церковь. Вот, тут прежде всего меня заинтересовало. Тогда в батальоне в это время было по 400 человек. Меня заинтересовало, уместятся ли 400 человек вот в этом здании. Ну, вот эти серые полоски, это столы. Я подсчитал, нарисовал столы, подсчитал по количеству человек, которые можно за эти столы посадить, и как бы прикинул, что можно 400 человек посадить сразу за эти столы. Обратите внимание на ризолит, выступ в центре здания, вверху. В остальных столовых такого ризолита нет. Какова его цель и назначение? Цель этого ризолита была, там размещался алтарный выступ. Он ориентирован нетрадиционно на север. Почему не ориентировали на восток, как положено? Вспомните церковь Михаила Архангела, где пришлось сместить алтарный выступ, потому что он затенялся уже стоящим зданием Верхней Казанской церкви. Так вот, с этой стороны, напротив восточной части этой столовой, стоит батальонная казарма. Она стоит очень близко, почти вплотную. Поэтому вынуждены были перенести алтарную часть на север. Ну, я специально занялся изучением этого вопроса. В принципе, конечно, канон соблюдали, как правило. Алтарный выступ размещался на востоке. Но если требовали обстоятельства, его могли разместить на севере и на юге. На западе его никогда не размещали. Вот. Особенно это было как бы обусловлено, особенно это часто встречалось, скажем, в домовых или домовых храмах. Вот. Ну а здесь практически получается вот именно такого типа храм. Вот выступ
принцип, этот ризолит, вы видите, он отделен там серой полоской, это примерно где, я предполагаю, стоял иконостас. Вот. Во время приемов пищи иконостас закрывался специальными деревянными щитами, так, чтобы соблюсти все правила отношения достойного к церкви. Ну, в принципе, как бы в этом нет ничего необычного, если вспомним, что самый большой объем храма до сих пор называется трапезной. В северных церквях до самого конца трапезные, в селах трапезные часто использовались для сходов селян, они использовали даже для таких сельских пиршеств трапезные, закрывали вот основную церковную часть и использовали трапезную для пиршеств. Ну и здесь вот, когда в храме происходили богослужения, столы просто сдвигали в сторону, ну, наверное, друг на друга ставили, сдвигали, и образовалось довольно большое пространство, куда можно было, ну, если 400 человек здесь сидя помещались, то, скажем, ну, как минимум 1000 человек сюда можно было нормально завести. А полк в то время по штатам мирного времени составлял где-то около 1000 с небольшим человек. 2000, извините, 2000 с небольшим человек. Дальше, пожалуйста. Ну вот здесь я взял эту фотографию и как бы на фотошопе нарисовал, что мне причудилось. Вот. На верхнем снимке это вид этой батальонной казармы с юга, извините, батальонной столовой с юга, а здесь вот вид батальонной столовой с севера. Так, ну, там все, наверное, да? Конец? Ну вот тогда на этом все, что я хотел и даже что не хотел рассказать. Если есть вопросы, давайте. Прошу прощения, вот про Христорождественскую церковь, ведь, вероятно, если бы не строительство Белого дома, ее бы отреставрировал. Ну, я тоже слышал, что были планы ее реставрации. Я сам видел лично проект реставрации этой церкви. Это бывший главный инженер реставрационной мастерской Бочкарев Михаил Иванович делал проект. Были планы, да. Ну, к сожалению, не суждено им было быть. Руководился проектом Лешков. Да, да. Ну, здесь сомнительная версия, конечно, вот всегда. Ну, предложите другую, если вы меня убедите, я буду рад. А по-моему, это вообще не церковная. Ну, вы видели в снимке Усть-Двинского полка, там абсолютно почти такое же здание. Ну и что? Что касается... Нет, ну у нас как в театре получается, не верю и все, как у Станиславского. Мне как бы аргументы предоставьте. Называется домовая церковь. Нет, это не домовая церковь. Это церковь Венгавского полка. Которая одновременно служит для каких-то целей других, не церковных. Церковь такая всегда называется домом. Она внутри какого служебного помещения. Съездить в Майгаром, посмотреть, как там устроена домовая церковь. Ну вот я опять обращусь к опыту Усть-Двинского полка. Усть-Двинского полка там четко называется никакая не домовая церковь. Я приглашаю всех на кофе-брейк. И вы можете за чашечкой кофе продолжить обсуждение, да. А может быть, придете к какому-то единому решению. Не указано. Не указано. Давайте решим вместе. Как все напьются. Как все напьются. Нет, 30 минут. 30 минут, коллеги.